В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з духом твоїм. 32-я неделя звичайная. Сегодня почуем про двух женщин. Усе яны удовы, усе яны не маюць маёмасці, не маюць за што пражыць, мала паміраюць з голаду, але умеюць заўважыць Бога і аддаць Богу ўсё, што таксама маюць, дзякуючы гэтаму умеюць уратаваць сваё цела. Гэтую святую імшу справуюць за Сафію з нагоды дня нараджэння, просячы Божага благаслаўлення, патрэбных Божых ласкаў, апекі усіх святых. Перапросім за наши грехи, каб мы могли с чистым сердцем скласти гэтую найсвятейшую ахвяру. Добрые, дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил гэтую воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай Он допоможет нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте хросту. Усемогутний вічний Боже, Ти пожадав, каб праз воду, яка з'являється крвицею життя і служить дня очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар вічного життя. Просим Тебе, освяти гэтую воду, якою хочем ми бути умацовані у день Твой, Пане, обновил нам животворчую крвицу Твоей ласки, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление. Прав Христа, Пана нашего. Аминь. Что опять заберу час крещения, щиро усю прибавлю. Можно вспомнять Бога наставлений, бедности быть жадаю. Богу поддержку несу, величаю нас, Божий дом, тихий завсюди краю. Ворога стукає музикати, я опять закрию. Милый гордыня распушила ты, поддержать нас мило. Я возлагаю страны, устранил и только мне, кричу за вечность милость. Нехай усемогутний Бог очистить нас от грехов и прозрет Евхаристичную ахвяру, учинить нас годными брать удел у небесной гостини Его благодатства. Аминь. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Слава вышине Богу, слава запису новую для доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Мари Божия, благодать небесный,
Боже, що всі науки, Твої Сині одинородний Єсу Христе, Єсу Христе, Єсу Христе. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Божий, Сині Отця, які вічність об'єднав від світу, змінися над нами, які вічність об'єднав від світу, приймай наше, які святиш православця, змінися над нами, бо тільки ти святий. Только Ты наш Пан, только Ты найвысший Иисус Христе, с Духом Святым Твоего Отца. Аминь. Аминь. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Пусть вам отныне милосердный Боже ласкаво отдает нас всякие пирожковы, как бы вольные от небеспеки для души и тела свободно Тебе служили. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и они с Тобою живей владали 19 Духа Святого, Бог разуселья и вечные. Читание першей книги Владарства. У тыя дні устав пророк Ілля і пайшоў у Сарэпту, і калі падышоў да брамы горада, з'явілася перад ім удава, якая збірала дровы, і паклікаў яе, кажучы: «Прынясі мне трохі вады ў званне напіцца». Калі яна пайшла прынесці вады, ён крыкнуў вслед: «Возьми, прошу, для мяне і кавалак хлеба». Яна ж адказала: «На жыццё Пана твайго Бога не маю печыва, толькі жмень мукі ў кадушцы і трохі алею ў зване. Вось збяру некалькі кавалкаў дрэва і пайду, згатую сабе і майму сыну, з'ямо гэта і памром». Ілля сказаў ёй: «Не бойся, але ідзі і зрабі так, як сказала. Толькі спачатку зрабі невялікі праснак для мяне і прынясі мне. Сабе ж сыну зробіш потым, бо так кажа Пан Бог Ізраіля. Кадушка мукі не скончыцца, і зван алею не апусцее, аж да дня, калі Пан спашле дождж на зямлю». Яна пайшла і зрабіла, як сказал Ілля, і штодня елі ён, яна і дом яе. І толькі было, і так было кожны дзень. Кадушка мукі не скончылася, і зван алею не апусцеў, паводле абяцання, якое даў Пан праз Іллю. Гэта Слово Божие. Дякую вам, Богу.
справедливо судить подключенных, хлебные покорны, Пан вызволяет вязням. Мои душа моя Пана. Пан открывает очи слепым, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливых, Пан обороняет чужеземца. Моя душа моя Пана. Пан сиротою вдову подкрепливает, а шлях грешных скривляет. Пан благодарить навеки, Твой Бог в Сионе с поколения в поколение. Моя душа моя Пана. Читання послання до Гавриїла. Христос увайшов не ў свяцілішча, пабудаванае рукамі на ўзор праўдзівых, але ў само неба, каб цяпер заступіцца за нас перад абліччам Бога. Не дзеля таго, каб шматразова прыносіць сябе ў ахвяру, як штогод уваходзіць першасвятар у святое святых з чужою крывёю, бо яму трэба было б шмат разоў цярпець ад пачатку свету. Цяпер жа ён адзін раз на сканчэнне вякоў з'явіўся дзеля знішчэння грахоў сваёй ахвяры. І як людзям прызначана раз памерці, а пасля гэтага суд, так і Христус, раз ахвяраваўшы сябе, каб панесці грахі многіх, другі раз без граху з'явіцца тым, хто чакае яго дзеля збаўлення. Гэта слова Божа. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Счастливые убогие духом, бо их есть володарство небесное. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Марка. З'ївши насуперед скарбонки, Єсус назирав, як люди кидали гроші у скарбонку. Многие богатые кидали много. И пришла одна бедная вдова и кинула 2 лепты, что складая чверть аса. Покликавши учнів своїх, Єсус сказав їм: «Сапраўды кажу вам, что гэтая бедная вдова укинула больш за усіх, хто кидав у скарбонку. Бо всі кидали маючи лишак, а яна, будучи у нестачі своей, укинула все, что мела, увесь пожиток свой». Это слово Пана. Так, дзеці, вітаю вас на гэтай сённяшняй нашай сустрэчы. Прынёс такую рэч тут з сабою. Назаўжды, правда, ў закрыстыі стаіць. Прыкрый яму, каб грошы не высыпаліся. Ведаеце, што такое? Скарбонка, сапраўды. Чи знаете, что у Иерусалимской святыни за часов Иисуса Христа
стояло аж таких скорбонок 13. Кто тебе сказал, сколько? Сколько у нас у костели скорбонок стоит, кто может полечить? Так, кто смелый, кто знаете, кто бы полечил, сколько скорбонок стоит? Кто будет лично сказать? 4. Добре, уже хтось тішов. 4 скарбонки. 1, 2, 3, 4. О, нет. Так, есть еще одна стоит. Кроме этой, на якой я сижу. 5. Але ще одна є така, так звана скарбонка для оборону життя. Побач з конфесіоналом. Так вот, ведаете, что за часом Иисуса Христа не было таких скарбонок, вот таких, как эта пустая. Амаль ничего не чувать, что туда упало. Там скарбонки были вельми поважные. И они имели свой звук, свой резонанс. Видите, что такое это? Так есть. Это гонг такий, так званий колокол і кидка есть. Коли люди за часом Иисуса Христа приходили в эту святыню и кидали гроши, так эта скарбонка выдавала пригожий звук. И каждый, кто кинул туда гроши, оборачивался поглядеть. Чи убачили, что я туда кинул поважные гроши? Эта скарбонка была сделана у разности такого разнарите. Как бы такая труба, такая дудка. И кидалась туда монетку, и она летела, и так уже, что она обивалась, и она создавала пригожий звук. Такий, что этот звук позволил, что кто-то, кто пришел, мог убачить и почуть. Когда кто-то бросил маленькую монетку, эта маленькая монетка давала маленький звук. Кто-то бросил великую монетку, эта монетка великая давала великий звук. Ось такі. А коли хтось бросив лепту, яка нічого не значила, і вона нічого не давала, була беззвучная. Тотально беззвучная. Представьте, это была дорогая, а это еще большая монетка тяжелейшая. И вот какая пригожая так сама. Это гонг. Такие гонги стояли у Иерусалимской святыни. И кидаючи эти гроши, люди не кидали для хвали пана, так як у нас кидають гроші. Ось щось таке. Навіть не чувати, навіть не бачно, хто скільки положив. Бо ми кидаємо на хвалу пана. Але там, коли кидалися гроші, то кидає гроші кожен для своєї хвали, щоб побачити, хто скільки і як кинув. Чим багатіший чоловік, він поворачивався, щоб всі бачили, як я багатий, і бачили, як його пригожий, та тим самим відбирав свою хвалу. Так ось у сьогоднішній Євангелії була така удава, яка не мала нічого. 2 лепти, за эти 2 лепти можна було купити 1 гриз хліба. Є кромка хліба, вибрасують усилі і все. Більше за эти гроші нічого можна було і не купити. Ведаете, що за часов Другої світової війни був такий закон сестер-серафінок, і вони опікувалися діти. Але коли під час Другої світової війни, вдома був голод, настав лютий голод, і одна з сестер, що побачила, що зараз нема чого їсти, нема вже чим кормити дітей, не турбувалася за себе, за своїх сестер, але за дітей, які від голоду помирали. І пішла, взяла бульбу і принесла перед фігуру святого Юзефа. Видите, где у нас фигура святого Юзефа стоит? На улице, звонку, побач с каплицей, там Юзеф стоит, коли приглядеться на него. И эту бульбу одну принесла и положила перед святым Юзефом, сказала, кажуть таке слово, святий Юзеф, рятуй нас, особливо дітей, бо скоро, зараз всі помруть з голоду. І наступного дня відбувся суд. Приехала целая фурманка немецкая с прицепом бульбы. Сестры так обрадовались, что этой бульбы так шмат. Пошли полсестры эту бульбу разгладовать, разгрузить. И убачили, что у этой фурманце бульбы было ровно половину сгнилой, а ровно половину целой. И пришла сестра, якая хлеровала эту бульбу до настоятельницы своего. Пробачь, сестра настоятельница, это моя вина. Якая я была дурная. Я даровала Юзефу Святому
бульбу, якая была наполовину сгнилая. Что эта история говорит? Это правда история, что сколько даете для Пана Бога, столько вы отливаете. Когда вы сюда приходите за хвотой у костел, когда вы за хвотой клемчите, молитесь, то вы так само отрываете за охвотою этой ласки Пана Бога и намного шмат, чем вам здається, чим ви ахвяровали, може, 1 годину часу подчас сьогоднішньої святої мши, або 3 хвилини подчас кожного дня, бо тільки займають молитви, та Пан Бог цей час нам примножить, не дасть нам 1 годину більше життя або радості, але хоче нам благословляти на цілий тиждень, на цілу неділю у ваших різних тяжкостях і проблемах, які є. Подчас другой сусідньої подчас году 1982 был подводный корабль. Что, кто-нибудь из вас плавал на подводном корабле? Напевно, нет. Я так само не плавал. А не скажу, что не был опыт с подводным кораблем. Так вот, подчас такого моменту отбылся колись великая трагедия. Что в этой подводный корабль сустрелся с ловецким кораблем, китайским. Так, что этот подводный корабль был моцно пошкодженный, так что вода начала заливать тех, кто был в этом подводном корабле. Уже шмат людей утонуло, и был там такой капитан. Не ведал, что сделать, как это, хотя бы хоть кого-нибудь уратовать. И к этому капитану з'явилась сестра Марья Петрович. И она на эту статку объявилась с крыжом, помахала этим крыжом и показала: ходи сюда. Этот капитан статку корабля пришел до шлюзу, поднял шлюз, закрыл его на все замки, и дякуючи этому люди были, и все, кто там был уже живы, были спасенные. И потом эта ситуация послужила для канонизации этой сестры. То есть я бы сказал, учим, что там такие слез поднять, браты и сестры. Этой слез, этой люк, який он поднял и зачинил, треба было ужить силой 6 тонн. Представляете, есть такие спортсмены, которые на свете поднимут 6 тонн. Навіть на чемпионате мира подчас финалу все разом борцы не поднимают 6 тонн. Когда скласти все финальные эти тяжары, которые не поднимались, даже 6 тонн не поднимались. И он сам один пришел и эту силу аварии отримал, літав сам это учнив и поднял этот люк, який важил под давлением воды 6 тонн. Зачинил на все замки так, что люди были уратованы. А кроме этого, еще, что отбылось, не только что они были уратованы, там так само была другая причина, что она и канализовали, что там где было поветра. А эти все люди, колькости малой, это поветра, якое там осталось в этом корабле, все прожили. Кто такая сестра Мария Петрович? Народилась у 19 столетии под конец, в году 1918, и она повстала великая хвороба, эпидемия, так что все люди умирали. И она этими людьми опековалась, не глядячи на свое здоровье. И так сама захворела вельми моцно на хворобу, на гриппу по-нашему можно было сказать. Так, что уже некоторые полечили, что она померла. Але она была в стане агональном, чи не помираючая. Иначе функции тела еще жили. И ей, как она описывая, объявился тогда сам Иисус Христос. Сказал: будешь жить, але только тогда, когда ахвяруешь свое житье целиком, полностью для меня. И она прожила, и потом выехала на миссии, опековалась так само людьми, так само опековалась людьми самотными, удовами. Так вот, просим, как и вы в нашем житті, умели для Пана Бога видати пригожий гук, який тут этот гук видає этот гонг, який тут служба літургічна алтара уживає подчас кожної святої, щоб він був приємний не тільки для нашого духа і нашого голосу, але так само для Пана Бога святів святостю.
Амен. Веру в одного Бога Отца Всемогутнього Творителя, Всякобачного і небачного, і родинного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинокого, Зайца народженого, перед всеми веками, Бога от Бога, Святлого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не спорного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, садить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророку. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До нашего Небесного Отца, через посредничество Его умилованного Сына, вознесем наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как Бог своей ласком отцову его веры, надеи, любови тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, які терпят голод и неставших, б'яни не переставали сподіватися на Божу милосердя, и отнимали потребные им допомогу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за старых людей, как своими молитвами и охлярами выпросили потребные ласки для нашей молоди. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей с обмежованными махчивостями, как веру в воскрешение у перемененных их хвалебном теле, да помогла им терпеливо нести свой круж. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, які позбавлені батьківською любов'ю, щоб вони спознали в своєму житті любов Бога до здобрення інших людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних коля Тарапана, как Божье Слово вносило в наше життя святло и помогало распознавать Божью волю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Софию, з нагоди дня народження, просячи Божого благословения и потребных Божьих ласков, здоровья души и тела, узрастания в Божьей любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, Твоей милосердности мы доверяем все наши просьбы, учини нас стольными принять и выполнять Твою волю раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу я вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме от вяру з рук
Twoich, na prosławienie i chwału imienia swojego, a tak samo na koryść nam i wszemu Kościołu Świętemu. Panie nasz Boże, gleń łaskawa na wieki, my Tobie przynosimy i dopomaży nam pobożna начать z pamiętniki Twojego Syna, jak my dosягнули полного уделу Его искуплений, праз Христа Пана нашего. Аминь. С вами. I z ducha Твоим, Укору сердце. uznosi Тебя, Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Naprawdę godna это и справедлива, слушна и славоверна. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze, wszechmogący wieczny Boża, przez Chrysta Pana naszego. Bojąc litości do grzesznego człowieczeństwa narodził z Panny Maryi. Przez swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoje z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami, dushimi świętymi my obwieszczają Twoją chwałу. Razem z nimi usklikajuczy. Święty, 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 Pan wszechmogący, niebo i земля, полные хвалы, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Zaprawdę Boża Ty święty, krynica wszelkiej świętości, temu jedności duszy Kościoła mu pierwszy dzień dnia Jezus Chrystus ułaskrow i послал на апостолов Духа Святого, przez Chrysta prosим Ciebie, всемогутny Божа. Oświeci гэтыя дары росою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Вярите и пейте з его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Вставляючи смерть и смертных повстания Твоего Сына, офируем Тебе, Пане, хлеб життя и киель избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе,
как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови и разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто власти Твоєї вийшов з этого світу і дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом, другим, сестрой Фаустиной и усими святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, как Его завоичал всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша да и хвала, разу все яки вечные. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, как у небе, так и на земле. Хлеба нашего скудного дай сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноваты наши. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, звал нас на Дуся Бога, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и причтя Збавцы нашего Иисуса Христа. А Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, як на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему ста супокою. Смилуйся над нами.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечер ягоную. Пане, я не вартый, как ты увайшел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Раздуйте и глядите, какие добрые май. Раздуйте и глядите, какие добрые май. Молимся. Добрый Боже, дякуем Тебе за то, что Ты умонтовал нас на святые дороги. Покорно Тебе просим, нехай моc Святого Духа, якую Ты дал нам в Евхаристии, приваял нас и за все Ты нас обновляет. Раз Христа Пана нашего. Объявы душпастерские 32-я неделя звычайная. В понеділок 11 листопада успомин святого Мартина Турского бискупа. У пятницу успомин святого Альберта, великого бискупа и доктора костела. А в субботу 16 листопада успомин Найчистейшей Панны Марии, Мати Милосердности, Мати Божией Острограмской. Празднуем весь месяц листопад у 18:20 молимся на ружанцы за души померлых, выписанных у выпоминках. Наступная неделя інвестиційна. Уже тепер дякую за всі ахвяри, складені на будову. Як бачите, ваші гроші вкладаємо у забор, чому в святиню. Ну так вийшло, що на початок сказали нам робити забор, тому ми його і ставимо. Так він буде виглядати. 2 блоки понад землей, понад фундаментом. Затем 106 метров столб бетонный, такие там ковачи из этих блоков модульных. А что 3 метра между столбами будет металлический столб, и до них будет приклеиваться брасло металлическое. Так что дякую великий за ахвяры, які складаються более-менее кошт усіх металлических браслов. Нам вийде 25-27 тисяч американських грошей. Так що, як бачите, все це ми будуємо. Адорація Пана Єзуса в Найсвятейшем сакраменті відбувається з 14 до 19 кожен день. Дякуємо за хвірування на будову святині, за супольну і індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Так само тут хочу ще раз подякувати батькам за то, що тиждень тому назад допомогли дітям подрихтуватися до этой великої свята, якої ми переживали у нас в парафії бал. Усіх святих. І повірите, а з різних кутків світу прибуло до нас аж 17 святих. Навіть із небес хтось сюди заглянув. Так що, це шмат, бо як я глядів на фотоздимки 10 других парафій за межою, то так само парафія велика, а там було так само около 16-15 святих, а у нас аж 17, представьте себе. Это дякую великий батькам, что допомогли. Маю надеюсь, что за год так само будем нашу эту инициативу далее продолжать имкнуться до этой сапраўднай святости, якая нам здесь подарована. А так само можно это отглядеть, коли кто не был отслухать про всех святых на святой имши о 12 године на нашей сторонце Ютуба ложится ЦСМА. Там можно отслухать каждый святый про себе, что здесь сказал. Нам доведались про каких-то новых святых. Про них я так само здесь чув, але ничего не ведал. А теперь уже доведался, что есть такие помеж нами. Так что варто до этой святости имкнуться колисти и про вас, и альбо за вас переодевались, и что выходили так само мошнику, али выходили и показывали, что будут такие святые, какие ходил в костелю в ложницу, костелочник выдавался, ленты и своим життям свідчення в этой святости. Помолимся за тих, хто на этой 1000-й день народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей, за Ксенію, її батьків і хрестик за году просто, за добротею, охиродавців нашої парафії, так само обновили добротею будівництва санктуарія Божої милосердності, і за нас, доручаючи кожного поособку, опеці Матці Божої, Ружецової так само, Софію, в твоїй обороні отдаємося. Святая Богородиця, в наших потребах, не погоржай молением нашим, и от всякой злобной моды, выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, Пани наша, Огорнука наша, Утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай,
Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что у нас есть хор такий пригожий, что развивается, когда ласка запрошаем, кто хочет научиться, как уметь спевать, прославлять Пана Бога, не только молитвами, а и к самым пригожим спевам. И они будут открыты и рады, что хтось пришел и в якийсь спосіб ми обновим нашу поэзию музычную. Примите Божие благословение. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христова. Святый Архангел Михаил, не рожи нас у змагании. Будь нам обороною, супротивовесили пастор Слова Духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь убегло шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по свете. Аминь. Господь мой, так было завсёды, и Господь мой завсёды будет так. Ты, Господь, что скараешь все народы, Иисус Твое я перемогися. Ты, Господь мой, так было завсёды, и Господь мой завсёды будет так. Ты, Господь, что скараешь все народы, Иисус Твое я перемогися. Мой Бог, прошу хвалить, тебе своим житьем служить, мира прощай свою хвалу, всему свету. Тебе